Вся программа как по нотам, аккуратно и четко. С таким красочным выступлением представила республику на недавних соревнованиях Алима Муталиева. Колбаска, березка, кувырок. Здесь важно не только продемонстрировать различные трюки, но и показать артистичность. Мне нравится гимнастика, потому что там всякие разные упражнения, вид спорта. Я хожу с 3 лет, уже начинаю 4-й год ходить. Пожалуй, один из самых изящных и зрелищных видов спорта. У каждой участницы было несколько минут, чтобы показать свое мастерство. Чемпионат СКФО, который проходил в Сочи, это площадка, где собрались самые талантливые юные гимнастки со всего округа, в числе которых и Алима Хамхоева. Девочка занимается уже 4 года. Готовились мы очень долго, хотя я не думала, что мы поедем на столь серьезные соревнования, все-таки чемпионат. Были мы там с 8 по 12 февраля, и выступила я хорошо, но, если честно, это мне самой не особо дается, так как у меня данные спины не очень хорошие, но иду, в принципе, хорошо, и пока все получается, лишь хочу взять мастера спорта. Сейчас имею кандидата мастера. Вместе с Алимой республику представляли еще 5 гимнасток. Под руководством тренера Татьяны Прокопьевой впервые за долгое время выступили на таких серьезных соревнованиях. И вот результат налицо. 3 девочки выполнили нормативы по программе кандидата в мастера спорта, а остальные спортсменки по программе первого спортивного разряда. Первый выезд на первенство СКФО, это в 2020 году, ездила одна девочка представлять республику. В 2022 году 2 девочки ездили. В 2023 году ездил уже полный состав, команда из 6 человек. И такой очень хороший результат, потому что из 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа Республика Ингушетия заняла 4-е место. Вот. И в этом году, как я уже сказала, мы первый раз ездили на чемпионат СКФО, представляли 2 девочки. Сейчас у девочек начались тренировочные будни. Сначала нужно разогреть мышцы, а уже после переходить к более сложному. Расскажи, тебе сложно? Нет. А что самое главное при шпагате? Чтобы был квадрат и ты не скашивал. А у тебя получается? Да. Больно? Нет. А в начале было? Вначале сложно. Художественная гимнастика развивает гибкость, ловкость, координацию движений и чувство ритма. Выполнить сложный элемент сможет не каждый. Мастерства здесь можно набраться только в том случае, если начать постигать этот вид спорта с раннего детства. Мы приходим в 4 часа, а тренировки заканчиваются в 7. А иногда у нас тренировки заканчиваются в 8. Не успели девочки отдохнуть после одних соревнований, уже готовятся к другим. Всех нюансов пока не раскрывает, но обещает представить республику с лучшей стороны. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.